В эфире программа «Взаимный интерес». Благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив и фонд поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры на полях форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Что это даст Абхазии, какие проекты будут реализованы, в чем заключается взаимный интерес, об этом подробно будем говорить с председателем Абхазского фонда Дауром Кови. Итак, соглашение подписано между Абхазским и Российским фондом. Расскажите, пожалуйста, подробности. Да, как известно, на полях Питерского культурного форума было подписано соглашение между нашим фондом и фондом «Мост искусств». У нас были давние договоренности. Фонд искусств возглавляет известный человек, это художественный руководитель Сириуса Ханс Фрай. И он же является основным учредителем данного фонда. Почему мы пришли к этой идее, к этой мысли подписать соглашение? При наших встречах мы обсуждали возможность, связанную с тем, чтобы наши коллективы имели возможность выступать на российских площадках. Сегодня они и так выступают. У нас есть возможность по линии Министерства культуры организовывать выездные гастроли, но мы посчитали возможным, что посредством деятельности двух фондов мы сможем увеличить количество подобного рода гастролей. И при первом приближении рассматриваем одну из основных площадок. Это непосредственно площадку, которая находится на территории Сириуса. Вот. Сейчас мы проговариваем возможности, организационные моменты. Ну и думаем, в ближайшее время мы начнем практиковать уже эти мероприятия. Даур Вадимович, но, насколько я понимаю, этот союз, это соглашение, оно выходит за рамки работы только танцевальных и других коллективов абхазских. Какие-то другие проекты будут рассматриваться? О перспективе вообще сотрудничества? Да, если мы говорим непосредственно о соглашении, которое подписано с фондом «Мост искусств», конечно же, мы говорим о возможности проведения различных мероприятий на территории Абхазии. Например, мы говорили о возможности проведения в Абхазии в 2024 году ряда фестивалей. Сейчас руководителем фонда Хансом Фраем он будет разговаривать с органами в Российской Федерации, которые предоставляют гранты, культурные гранты. Это и президентский фонд, и фонд культурных инициатив. И посредством этих фондов и тех грантов, которые мы сможем получить на реализацию программ, мы будем планировать, возможно, организацию фестивалей на территории Абхазии. Какого рода фестивали – это предмет обсуждения. Возможно, это будет театральный фестиваль, возможно, будет это фестиваль оперы. Пока идет процесс обсуждения. Но в чем, на ваш взгляд, заключаются взаимные интересы и для Абхазии, и для России в этом культурном гуманитарном сотрудничестве? Почему это и важно? Вообще само сотрудничество, мы его планируем, скажем так, по широкому, такому спектру вопросов. И основная ее направленность – это развитие нашего социально-культурного партнерства, куда входит также и, духовно-нравственное просвещение. Мы же все очень ментально близки с российским народом, и поэтому эта прослойка, на наш взгляд, очень важна именно в наших двухсторонних отношениях. И поэтому обогащение друг друга культуры – это один из основных моментов, на наш взгляд, для того, чтобы наши двусторонние отношения еще более развивались. Поэтому суть, что мы планируем достаточно большое количество мероприятий. Поэтому в ближайшее время, наверное, мы будем уже анонсировать, скажем так, по готовности самих мероприятий, которые будем проводить. И немножечко забегая вперед, хочу сказать, что наш фонд планирует в дальнейшем подписание соглашений и с различными и государственными учреждениями Российской Федерации, которые занимаются гуманитарными программами, и также с другими фондами. То есть работы впереди достаточно много.
Даур Вадимович, немного для наших слушателей информации. Вот фонд, который вы возглавляете, благотворительный фонд развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив. Что уже удалось сделать, и вот о том, что же позади, если говорить, вот хотелось бы немного объяснить, что это такое нашим слушателям тоже. Да. На сегодняшний день, наверное, пока рано говорить о том, что делать, потому что фонд был зарегистрирован абсолютно недавно. Вот. И сегодня первое, то, что мы сделали, это вот, учитывая те договоренности, которые у нас были, мы подписали соглашение о партнерстве с фондом «Мост искусств». Вот. На сегодняшний день, если говорить о реализованных проектах, их пока нет, но мы, как я уже говорил ранее, в самое ближайшее время планируем начать реализацию ряда проектов. Вот. Буквально вот в течение ближайших дней у нас будет реализован один проект вместе с Россотрудничеством, но об этом, наверное, мы скажем чуть позже, после того, как этот проект уже будет реализован, или на стадии его реализации, просто не хочется забегать вперед. Вот. А так, повторюсь, что, в принципе, фонд призван осуществлять и формировать, наверное, культурные потребности, различных, не знаю, социально-возрастных групп нашего населения. И основное – это развитие нашего культурного партнерства с Российской Федерацией. Вот основные задачи его. Даур Вадимович, но не могу не спросить про Санкт-Петербургский международный культурный форум. Это крупнейшее, можно сказать, мероприятие. Туда приехали выдающиеся режиссеры, артисты, музыканты, эксперты, руководители крупнейших культурных организаций не только России, но и других стран. Встретились на одной площадке. Все-таки на таких мероприятиях наверняка звучат какие-то новые предложения, идеи, мысли. Чем вам запомнился этот форум? Вы абсолютно правы. Форум, который прошел в Санкт-Петербурге, он был, честно говоря, насыщен разного рода мероприятиями. И представительство было очень широким. Большое количество стран приняли участие в этом форуме. И очень приятно то, что наше Министерство культуры было представлено на высоте. Вот. Я приехал туда по приглашению министра культуры Российской Федерации, но приехал туда в качестве заместителя главы администрации Галского района и как председатель фонда. Вот. Поэтому, конечно же, на полях этого форума у нас были ряд встреч. Вот мы совместно с уважаемым Хансом Фраем разговаривали с руководителями различных ведомств, в том числе и театров. Вот. Определяли какие-то планы на будущее, встречались с ответственными руководителями с администрации президента Российской Федерации, которые также курируют это направление. То есть определенные договоренности у нас есть. И по мере их проработки, по мере готовности, как я говорил, мы будем об этом говорить, анонсировать и, соответственно, реализовывать те договоренности, которых мы смогли достичь на площадке. Но в целом хочу сказать, что для нас было очень полезным посещение этого форума. На форуме выступил и президент России Владимир Путин. Он, кстати, называл взаимодействие культуры одним из условий стабильного и мирного развития. Да. Вот этот культурный обмен, много о нем сейчас говорят, о том, что это создает более эффективные экономические и политические процессы, создает основу, является таким мостом. Вот об этом немножко, если говорить, сейчас, насколько вот эти мосты между Абхазией и культурой, между Абхазией и Россией, вот эти культурные мосты, они налажены, и куда мы еще можем двигаться, развиваться вот в этих отношениях? Знаете, абсолютно верно вы подметили в выступлении президента Федерации, он отметил значимость культурного общения, культурного диалога. Это абсолютно верно. Если мы говорим сегодня о взаимоотношениях в сфере культуры между Россией и Абхазией, конечно же, у нас очень хорошо налажены контакты, у нас хорошее взаимодействие, оно традиционно носит такой характер сотрудничества, партнерства. Но, конечно же, как говорится, нет предела совершенству. Вот. И у нас есть
все возможности наращивать это взаимодействие, систематизировать его, улучшать абсолютно по разным направлениям, потому что сфера культуры, она многогранна. И очень много различных направлений, которые подпадают под это определение, которыми мы сегодня можем заниматься, должны заниматься в этом направлении. И я уверен, у нас огромный потенциал для двустороннего сотрудничества в этой сфере. Даур Вадимович, а вообще сама культура, как вообще процессы, которые вокруг нее сейчас происходят, русская культура, попытки ее отменить в некоторых странах, в этих условиях, насколько вы считаете важным вот в этой геополитической ситуации сохранить вот эти цивилизационные основы, духовные ценности, учитывая сейчас, какие такие тектонические, можно сказать, изменения в мире происходят? И русская культура, ее значение для нас, для абхазов, как способ, может быть, продвижения нашей культуры с помощью русской культуры. С этой точки зрения на связи, если посмотреть. Вы абсолютно правы. Сегодня, к большому сожалению, разные страны предпринимают определенные усилия для того, чтобы, наверное, скажем так, нивелировать русскую культуру. Но все эти попытки, они, в принципе, в корне обречены на провал. Потому что русская культура, она является неотъемлемой частью мировой культуры. И если мы говорим о нас непосредственно, ведь, наверное, ни для кого не секрет, что мы все воспитывались в том числе и на русской культуре. Она нам близка, она нам понятна и ментально, и духовно. Если говорить сегодня о взаимодействии, о том, как русская культура может способствовать развитию абхазской культуры именно в тех политических процессах, о которых вы говорите, сегодня, наверное, не секрет, что все эти годы Министерство культуры Российской Федерации всячески оказывает содействие Министерству культуры Республики Абхазия в продвижении наших культурных ценностей. Это выражается и во взаимных гастрольных, обменных мероприятиях, и в ряде других мероприятиях, которые организовываются по линии Минкультов наших стран. И скажу более того, у нас есть перспективы, и нам необходимо поддерживать наши двусторонние связи в сфере культуры, и их посредством этого наша культура также будет обогащаться. Более того, хочу сказать, что абхазская культура очень интересна сегодня русскому человеку, потому что, глядя на абхазскую культуру, есть очень много вещей, которые принимаются сегодня русскими людьми, и они на это смотрят, и, скажу искренне, говорят о том, что каких-то вещей сегодня нету даже у них, и они это хотят перенять себе. И это очень приятно. Мы же живем и учимся друг у друга, познаем друг друга, и все хорошее перенимаем. Поэтому наше общение двустороннее в сфере культуры, это только плюс для наших стран, и для России, и для Абхазии. Действительно, сейчас вообще в последнее время говорят о том, как вообще быть в новом меняющемся мире конкурентоспособными. И в этой связи у Абхазии нет природных таких ресурсов, как нефть, газ и другие ресурсы. Но у нас есть такой очень важный человеческий потенциал, культурный потенциал. Природный, само собой, но ресурс такой, как культура, как его использовать и как культурный ресурс, как использовать как источник экономического развития и укрепления государственности. Ведь культура напрямую влияет и на экономику, и на политику. Абсолютно с вами согласен. Знаете, можно иметь много материальных ценностей, но не иметь духовного стержня. Содержание. Тогда все материальные ценности, они просто остаются неким благом. У нас сегодня, может быть, у нас нет достаточно материальных ценностей для того, чтобы мы могли развивать нашу культуру так, как мы хотим, но это все дело наживное. Самое главное, что мы несем очень серьезный и важный культурный генетический код, который передается из поколения в поколение. И этот наш культурный код, который является основным стержнем нашего народа, мне кажется, это самое главное достояние всего нашего народа. И сегодня, благодаря именно нашей культуре, мы, несмотря на все сложности, которые мы встречаемся в современном мире,
мы все это, скажем, оставляем позади и продолжаем развиваться. Поэтому я считаю, что культура для любого народа, для любой нации – это важнейший, основной фактор для ее правильного и будущего развития. Даур Вадимович, вот возвращаясь к выступлению исполняющего обязанности министра культуры на этом форуме, Динар Эсмер, она также говорила о культурном суверенитете, но в то же время в своем выступлении Владимир Путин, он говорил о том, что русская культура, она не будет закрываться, и ее отменить невозможно, и она готова к изменениям позитивным, к открытости. В этом смысле, если посмотреть на нашу культуру, мы не можем законсервироваться, мы должны развиваться в том числе и последовать, да, вот этому примеру, о котором говорил Владимир Путин. Ну, как абхазская культура через русскую, вот через русский язык, если говорить о вот этом взаимном интересе, взаимообогащении, что может быть, как мы можем через русский, допустим, тот же русский язык, через русскую культуру рассказать о себе, показать миру, ведь фонд и соглашение в основе этого как раз вот эта идея, мне кажется, лежит. Пропаганда, развитие, рассказать о нашей культуре миру. Абсолютно верно. Знаете как, ни одна нация не может закрыться и закрыть свою культуру, иначе она будет обречена на гибель. Вот. Если мы говорим о российской культуре, закрыть российскую культуру невозможно. Мы об этом говорили, потому что это очень большая часть мировой культуры. Если мы говорим о нас, опять-таки, это же не секрет, что мировая культура во многом нам доступна, понятна благодаря знанию того же самого русского языка. Вот. Поэтому, говоря о нас и о том, как посредством русской культуры мы можем рассказать о своей культуре, я бы, наверное, сместил немножечко акцент и сказал, что сегодня, благодаря поддержке Российской Федерации в целом, мы имеем возможность рассказать всему миру о том, кто такие абхазы, что такое Абхазия, что мы из себя представляем. То есть нам дают возможности и создают нам условия для того, чтобы мы могли заявить о себе в мире. Вот. И мы это делаем. Это и по линии культуры, и по всем другим направлениям. То есть сегодня мы можем использовать ту поддержку, то братское плечо, которое нам сегодня подставляет Российская Федерация. И в этом плане, конечно, огромная благодарность Российской Федерации за эту всемирную поддержку. Там есть что показать. Наша культура, она древняя культура. И глядя на нашу культуру, повторюсь, можно многим поучиться у нас, как надо правильно жить и вести себя в повседневной жизни. Это не высокие слова, это то, что есть на самом деле. Поэтому вот взаимопроникновение, может быть, да, вот культур, взаимное обогащение двух народов своей культурой, мне кажется, это и есть тот фактор, который может стать еще одним фактором стабильности и развития наших двусторонних отношений. Ну и последнее, учитывая вот ваш опыт министра иностранных дел, министра культуры, каких проектов не хватает, проектов, которые бы отвечали вот этой главной идее пропаганды нашей культуры, развития нашей культуры? На ваш взгляд, вот в дальнейшем в реализации проектов приоритет будет отдан каким идеям? Я вам скажу, нашими приоритетами будут являться следующие направления, да, так как фонд является фондом развития и поддержки гуманитарных программ в целом. Мы будем заниматься вопросами реализации проектов, направленных на духовно-нравственное просвещение, на гражданское патриотическое воспитание детей и молодежи в целях становления и развития их духовной культуры. Будут проекты, которые будут направлены на сохранение традиций, проекты, которые будут направлены на реализацию творческих проектов и программ, совместных программ, реализация разного рода мероприятий. Вот. И также, наверное, вот это вот весь пласт вот этих вот программ и проектов, они в целом будут содействовать тому, чтобы вот общение между народами Абхазии и России еще более было таким углубленным.
А будет ли идти речь о подготовке специалистов, может быть, переквалификации? Вот мы общались не так давно с гендиректором Русского театра драмы. Он говорил о нехватке специалистов, которые бы могли работать в театре. Разных специалистов. Речь не только об актерах, но и о техническом персонале, коих катастрофически не хватает. Вот в этой связи подготовка специалистов в области культуры. Да, в этом плане я хочу сказать, что у нас сегодня есть, у нас имеется в виду государство, не у нашего фонда, есть хорошие возможности по линии Россотрудничества деткам поступать в различные вузы творческой направленности. У нас в прошлом году поступило большое количество детей, и в этом году, я знаю, по линии Россотрудничества планируется достаточно большое количество квот в творческие вузы. Поэтому, если у детей есть желание поступать в творческие вузы, то условия для этого есть. И Россотрудничество, хочу сказать, этому всемирно способствует. Поэтому и по линии Министерства культуры делается все возможное для того, чтобы этих детей поддержать и направить их на учебу. И как отметил тоже Ираклий Ривазович говорил, он, кстати, хочу отметить, тоже проводит большую работу, связанную с тем, чтобы направлять детей, обучать и потом по возвращению трудоустраивать их в Русский театр и в разные другие наши театры. Поэтому работа в этом плане ведется. Самое главное, чтобы у детей было желание поступать в творческие вузы и получать эти творческие специальности. И завершая наш с вами разговор большой о культуре, о связи культуры с туризмом. Мы немножко поговорили о том, как культура может стимулировать развитие экономики и как культура связана с политикой. Если так на пальцах можно сказать, чтобы еще больше понятно было нашим слушателям, эти примеры многие хорошо знают. Как культура может помочь развитию элементарно туризма? Насколько это важно? Потому что многие считают, что культура – это нечто высокое для элиты. Вы знаете, на самом деле культура, она для всех. Не может быть, чтобы культура была для определенной части населения, или для определенного пласта людей. Нет, культура, она для всех. А что касается туризма, не секрет, что когда турист приезжает в ту или иную страну, он, конечно же, хочет познакомиться с традициями и обычаями народа той страны, в которую он приехал. И Абхазия в этом плане не исключение. И мы имели возможность и имеем возможность наблюдать, когда и туристический сезон, и вне туристического сезона, как большое количество людей, туристов посещают наши театры. Посещают и Абхазский драматический театр, Русский драматический театр, приходят на концерты в филармонию, где выступают наши артисты. Поэтому, конечно же, туристу это интересно. И неважно, это турист, который приехал в Абхазию, или это любой другой турист, который приехал в страну. Конечно, и отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что чем больше будет мероприятий, связанных именно с культурных мероприятий в стране, тем больше это будет вызывать интерес у людей, которые посещают нашу страну. И зачастую люди могут даже приезжать непосредственно на эти мероприятия. Пример, как культура может стимулировать развитие туризма. А туризм, как известно, основа нашей экономики и мультипликативный эффект, который может создать, тем более, что сейчас в мире существует такой запрос, тренд на этническую культуру, на такую самобытную культуру. Уже мы этот тренд здесь в Абхазии ощущаем, и слава богу, что есть места, куда туристы могут прийти, есть чем похвастаться от туристического сезона, и в зимний период радуют наши театры. Даур Вадимович, будем следить за событиями, за вашими проектами, с удовольствием будем о результатах рассказывать. Спасибо, что были с нами на связи. Спасибо вам. Спасибо вам. А я напомню нашим слушателям о сотрудничестве между благотворительным фондом развития и поддержки абхазо-российских гуманитарных инициатив и Российским фондом поддержки развития проектов в области культуры «Мост искусств». Поговорили с председателем Абхазского фонда Дауром Кови. Это был